Я здесь уточнил просто то, что когда я слышу, что шейх тариката, сам тарикат, он не жертвует, слабый, не является теми, которые не борются на пути ислама. Я привел имена людей из Ахля Сунна валь Джамаат, которые воевали и жертвовали собой ради ислама. Конечно же, столько еще больше и больше, много еще есть людей, шейхов тариката, которые вели созидательный образ жизни, когда это необходимо. То есть, когда есть мир, когда нет войны, эти самые шейхи тариката основывали государство. Как основывали? Начиная с себя, дальше своих родных, дальше своего окружения, своего города, своей страны. То есть начинали с людей, их очищение. Сначала идет очищение людей, затем идет построение шариатского государства. Это тоже сунна посланника Аллаха, алейхиссалям. Посланник Аллаха, алейхиссалям, когда был ему ниспослан Коран, он не сказал, это шариатское государство. Он начал строить, взывать, исправлять, созидать. Били, прощал, унижали, взывал к Аллаху, молил, чтобы Аллах ему дал смелую стойкость. И так, крупица за крупицей, шаг за шагом, пророк строил в Мекке это государство. Но изначально же не было сказано про исламское государство. Облагораживание душ, сердец. То, что в голове надо было исправить сначала. Когда исправили то, что в сердцах и в голове, затем уже приступили к созданию государства шариатского в Медине. Это процессы, которые должны идти один за другим. И люди, которых Аллах возвысил и возвеличил, они знают, как это делать. И мы видим, где, как, что происходит.